Еще раз хочу поздравить с началом, с торжественным открытием регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по учебному предмету «Основы безопасности в жизнедеятельности». Я вкратце хочу рассказать историю предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности», так как на истоке стояли в том числе я, работая в подведомственном учреждении Министерства образования, тогда Республики Саха-Якутия, сейчас и науки добавились. В далеком 2001 году мы провели первую Олимпиаду, первую Олимпиаду республиканская тогда называлась, Республиканская Олимпиада по предмету «Основы безопасности и жизнедеятельности». Это 2001 год, кто помнит. Так, значит, затем, когда мы уже проводили, в 2008 году был приглашен итоговое совещание Олимпиад по всем предметам в Москву, и как раз я встречался с Надеждой Константиновной Свешниковой, тогда она была ответственным секретарем Министерства, сейчас пресс-священия Российской Федерации, и сказал, что Республика Саха-Якутия уже давным-давно, уже с 2001 года проводит Олимпиады по основам безопасности и жизнедеятельности. И так она как раз у нее, видимо, была возможность и провести Олимпиаду, и так я сказал, что мы практику проводим. У нас была тогда только практика, да, и она попросила положение отправить в Минпрос ей, и Надежде Константиновне я отправил по электронке тогда. И уже с 2009 года первая Олимпиада проходила, уже заключительный этап. Получается, мы, Республика Саха-Якутия, впереди планеты всей, да, так скажем, родоначальники, скажем. Что к чему, да, к чему я клоню, да, то, что мы должны быть, скажем так, на заключительном этапе путеводителями, да, по практическому туру. Так, значит, в этом году изменения небольшие есть. Теоретический тур, если раньше проходило 3 часа на региональном этапе, то в этом году только 120 минут длительность. И разделение, если раньше только 9 отдельно, 10-11 отдельно, то в этом году, вернее, 9 отдельно, скажем так, соревнуются, да, состязаются, 10 отдельно и 11 отдельно. Так что у каждого шансы большие. Так, значит, на сегодня прибыло у нас из 14 улусов и городов нашей необъятной республики. Так, среди 9 классов 17 школьников, 10 классы 22 школьника, 11 класс тоже 22 школьника. Всего 61 участник. Ага, да. Так, еще то, что Галина Александровна сказала, обязательно иметь медицинскую справку для допуска в практический тур. И, конечно, само собой, вы с собой берете документы, то есть паспорта, да? Значит, после теоретического тура в течение 2 часов мы, жюри, обязаны вам передать задание практического тура. То есть в 5 заканчивается, мы до 19:00 должны вам предоставить, передать задание практического тура, значит. И хочу сказать, что в свете этих событий, да, предмет ОБЖ уже является одним из ведущих предметов, так как каждый гражданин должен уметь общаться, то есть знать, обращаться
огнестрельным оружием, как защитить себя в той или иной опасности, да, будь это будет химическая атака, будь это будет радиоактивная атака, ну, значит, да, будь это авария, ну, это, ну, согласитесь, да, это обыденная вот это наша жизнь уже, да. Так, как себя обеспечить, как одеваться, при какой температуре, что делать, какую реанимацию делать в каких-то случаях, да. Поэтому самый нужный в течение жизни вот это знание вам в жизни обязательно, я думаю, понадобится, да. Так, еще раз хочу поздравить всех наших дорогих участников, уважаемых учителей, и хочу, пользуясь случаем, от лица членов жюри, тебя лично поблагодарить Малую академию наук за то, что предоставляет уже с прошлого года свое помещение, создают все такие комфортные условия, благоприятные условия, да. Благодарю Галину Александровну и ее команду, скажем так, да. Но желаю вам, конечно же, передать, в смысле, передать свои умения, навыки, знания, на эту Олимпиаду, сосредоточиться, да. Главное не волноваться, не торопиться, время у вас есть, задумайте, что вам учили ваши наставники, учителя, там, да. Поэтому желаю каждому крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть победит сильнейший.